Рахим. Хайликен, добрый день, уважаемые коллеги, старшие товарищи. Мы сегодняшним нашим круглым столом завершаем цикл наших семинаров по осмыслению татарской истории. И потом, наверное, будем переходить на более отраслевые проблемы и вопросы. Сегодняшняя наша тема обозначена как «Блеск и нищета татарской мечты. Татары на заре новой эпохи 2000-х и дальше». Тема непростая в том смысле, что с исторической перспективы, с исторической парадигмы ее трудно смотреть, осмысливать, потому что времени еще прошло очень мало, поэтому, скорее всего, наш анализ будет более политологический, более такой публицистический, что ли. Потому что попытка выявить какие-то серьезные причинно-следственные связи не представляется возможным. Однако есть общие какие-то темы, проблемы, которые мы вот здесь попытаемся общими мазками обозначить. Новая эпоха, это уже как бы не секрет, начинается в России с 99-2000-х годов. С приходом к власти Владимира Путина так уж получилось, что российская история часто автократична, то есть она привязана к конкретной личности. Она, в отличие от той же средневековой Европы, Европы нового времени, сильно привязана к магии фигуры. Но, как говорил Ницше, значит, были несколько фигур, которые воплощали в себе образ сверхчеловека. Это Чезаре Борджиа и ряд фигур российской истории. В современной России, после эпохи Ельцина, которую мы здесь разбирали как эпоху такого размораживания, что ли, советского проекта, когда получилось, что за короткое время, за десятилетия Татарстан и татары смогли отчасти реализовать свой потенциал, смогли реализовать и воплотить в жизнь какие-то проекты, идеи, наработки. И, в общем-то, за короткий исторический период татары смогли, ну, здесь дискуссионный вопрос, конечно, но стать гражданской нацией. Ну, пока вот поставим на эту точку, что они как бы приблизились к тому, чтобы стать гражданской нацией. Эпоха Путина, конечно, она была подготовлена неким общественным чаянием людей, потому что понятное дело, что Ельцин, который пришел, чтобы взломать систему, не смог ее выстроить, и пришел Путин, который стал отвечать чаяниям тех автократического, как мы назвали, путинский социум, который не видит собственного бытия вне формата патернализма. Значит, патернализм – одна из сильнейших начал путинского социума, в отличие от татар, у которых патернализм рассечен на две части. Первая часть патернализм связан с идеей восстановления статуса Республики Татарстан. Второй патернализм – это некая такая расплывчатая идея евразийства, которую тоже русские идеологи державные, там, Дугин и другие активно подхватили, развили и фактически вывели за скобки оттуда татарский, тюркский фактор. Хотя, когда эта идея евразийства развивалась, она подразумевала, конечно, участие прежде всего татар и, собственно говоря, те люди, которые занимались, которые разрабатывали эту идею, Аксаков, понятно, по фамилии, представители старой татарской знати, Данилевский и, собственно говоря, Гумилев, который вывел идею евразийства на более широкую такую общественную дискуссию, придав ей такую, скажем, мифическо-сакральную, что ли, динамику. Вот. Но, к сожалению, татары не смогли к этому проекту подключиться, поэтому мы были замкнуты в рамках собственного дискурса. Наш дискурс, в общем-то, базировался на восстановлении
статус, как я уже сказал, Республики Татарстан, и воссоздание, как тут в предыдущих наших встречах говорил Ильнар Гарифуллин, создание некого аналога татарского мира, аналога русского мира, я имею в виду. Что из этого получилось? Получилось то, что в конце 90-х, начало 2000-х годов Татарстан активно выстраивал, вкладывался в татарскую диаспоральную среду, он создавал структуры, то есть в принципе Татарстан создавал двухполюсную ориентированную политическую идентичность через Татарстан, через татарстанизм и через большой татарский мир, который выше и больше, чем Татарстан. То есть этническое татарское тело не вмещается в Татарстан, поэтому как бы необходимо развивать. Оттуда возникла идея большого Татарстана, но и шире татарского мира как агрегатора евразийского, северного евразийского пространства. Путин, придя к власти, понял, что его собственный социум должен опираться на достаточно явные, ясные и четкую систему ценностей. Это прежде всего, как я уже обозначил, в принципе, уваровская триада самодержавия, православие и народность, чуть перелицованная, которая заключается в том, что Сурков недавно назвал путинизм, самодержавие и народность как такая вот, значит, дореволюционная мифический образ русского человека и русского социума, общинно-соборный социум, который противопоставлен европейскому, городскому, индустриальному, развитому и достаточно непоколебимо самостоятельному. В этом смысле Россия, которая в начале 2000-х годов, Путин, по крайней мере, в начале 2000-х годов придерживался неолиберальной концепции, помните, догнать и перегнать Португалию. Я долго думал, почему именно Португалию. Потом я недавно понял, потому что, скорее всего, Путин, он психотипически тяготеет к Салазару. Но в отличие от Салазара, который выстраивал новостату, новое государство, опирался на католическую церковь и считал, что крестьянская общинная Португалия, она есть на самом деле подлинная и аутентичная. Путин примерно шел тем же путем, но новая индустриализация, которую он замыслил, невозможна была без неолиберальных идей. И в этом плане Татарстан, который вышел со своей, в том числе экономической повесткой мягкого вхождения в рынок, как-то еще держался чуть-чуть в стороне от этого всего. Первое. Второе, Татарстан не позволил новому путинскому классу, новому путинскому двору, скажем так, распространить свое влияние на Татарстан, потому что Путин пришел со своим олигархическим капиталом, который как бы стал прибирать к рукам все региональные экономические авуары. Татарстан, в общем-то, опираясь на то, что если мы сейчас отдадим все, то мы потеряем свою политическую самостоятельность. И татарстанское общество, татары, в общем-то, с этим согласились в ответ на усиление власти Митимира Шаймиева. На прошлом круглом столе я рассказал, что, по сути говоря, вертикаль власти путинская, она была скопирована с модели Митимира Шаймиева. Шаймиев первый начал выстраивать вертикаль власти собственным конгломератом приближенных олигархов с выстраиванием огромных корпораций и с определенной системой ценностей. Они в 2000-х годах между собой столкнулись. Путинский проект и татарстанский проект. Возможно, это просто моя гиперболизация, возможно, что Путин ее в упор не видел, эту проблему, но она была, потому что, по сути говоря, мы вычленяем за скобки Чеченистан, Чеченскую республику, Татарстан единственный, кто пытался сопротивляться, скажем, путинскому катку в экономическом и политическом смысле.
Это привело к тому, что все-таки договор о разграничении полномочий и предметов ведения был пролонгирован в 2007 году, хотя в 2004 году он уже истек. То есть Татарстан в обмен на то, что они проголосуют в 2007 году, это был декабрь месяц, насколько я помню, за Единую Россию, получили этот договор, но там же Шаймиев, насколько я знаю, договаривался о том, что не будут исключать этнорегиональный компонент в образовании, но на следующий день, после того, как состоялись выборы, и Татарстан дал свои стандартные 86%, значит, Путин поставил подпись под документ об изменении в закон об образовании. То есть это была уже вторая попытка, первая была с отменой ЕГЭ на татарском языке, и стало понятно, что никакого компромисса политического уже быть не может, потому что просто российская бюрократическая система перехватила инициативу, и Татарстан с этого момента начинает отступление. И, как я уже написал в своей записке, переходит в ситуацию внутренней миграции. Эта внутренняя миграция, она строилась на идее развития культуры, вхождения в другие регионы через культурно-массовые мероприятия и через попытку создания неких торгово-экономических домов, которые должны были стать элементом татарстанской экспансии в регионе экономической, потому что о политической субъектизации на тот момент уже было приказано забыть. Короче говоря, первые два срока Путина – это попытка отступить, но при этом встроиться, попытаться каким-то образом подстроиться под систему, все-таки найти в ней нишу и устаканиться таким образом. Как это сделал, например, старший Кадыров, который устаканил некую ситуацию и, в общем-то, создал ситуацию к тому, что фактически клан Кадыровых взял республику под свой контроль. Примерно та же ситуация была в Башкортостане, которая, как мы уже тоже выясняли, пошла по пути не построения башкортостанской нации, а башкирской этнической нации. В Татарстане на этот проект было решено махнуть рукой. И уже начиная там с позднего с Путина 2012 года, Татарстан начинает превращаться в субъект федерации. Простой субъект федерации, но, скажем, с большими мышцами. То есть его политическая составляющая уходит в обмен на экономическую составляющую. Ну, как бы давайте создадим свой Кувейт. Значит, под это дело вымывалась вся этническая, политическая, идеологическая составляющая, которая в 80-х, 90-х, начале 2000-х годов долго строилась. Идеи федерализма, федеративных отношений, нациостроительства стали просто камильфо. То есть эти слова фактически вычеркивались из политического лексикона, а сейчас просто некоторые параметры этих парадигм, они криминализированы через принятие некоторых законов об экстремизме, там, об отчуждении территории и так далее. То есть везде поставлены красные маячки, флажки, под которыми подразумевается, что единое и неделимое, она проецируется, и эта вертикаль проходит до самого низа. То есть она, как я уже сказал, подверстала под себя систему образования. Татары лишились, собственно говоря, даже тех остатков системы национального образования, которая была в Советском Союзе. Татары лишились собственной научной школы, гуманитарной в том числе, потому что институты, которые у нас есть, научные, по сути, они не отвечают изначальным требованиям, которые были заданы алгоритмом 80-х, 90-х годов. Фактически культурная сфера встроена в большую великодержавную модель.
И остались небольшие зачатки того, что в Северной Корее называется инминданы, то есть небольшие сообщества, ну, как бы махаля, вот такие неформальные сообщества интеллектуалов, культурных, культуррегерства, значит, новое хипстерство, которое активно развивается в Казани. И, по сути говоря, попытка компенсации отсутствия политического месседжа – это попытка Татарстана выйти на простор неохипстерства через сохранение вот внутренней миграции, некий внешний фон. То, что, например, происходило с каталанцами, с басками при режиме Франко. То есть татары, ну, как я считаю, пришли к тому, с чего стартовали 100 лет назад практически, во времена Первой русской революции, конечно, контекст чуть-чуть иной, но алгоритмы, на мой взгляд, примерно такие же. Происходит некое затухание, эра романтиков уходит, приходит эра прагматиков, экономистов, бизнесменов, которые растворяют собственную идентичность в обмен на какие-то преференции в экономической сфере или в системе бюрократической власти. По сути говоря, татарстанская идеологическая модель, как дом бытия хайдеггерианский, ужался до уровня нескольких интеллектуальных голов, в которых эти идеи еще существуют. Первое. Но второе, на мой взгляд, 2000-е все-таки смогли воссоздать татарскую диаспоральную структуру. То есть это было достаточно тяжело в 90-х, в 2000-х годах с развитием информационных технологий, с возможностью коммуникаций мы смогли восстановить и презентовать татарскую диаспору, я имею в виду вот, за пределами Татарстана, как некий исторический, как фактор истории, фактор политики и фактор истории. В остальном мы видим, есть отход. И, собственно говоря, с чего мы начали цикл наших семинаров, возможно ли постнация, то есть к чему мы сейчас пришли, или у порога чего мы стоим сейчас, что нам нужно делать. Понятно, что эта модель старая уже не работает, поколение это уходит, романтиков практически нет. Мы не создали татарстанский социум, в более широком смысле, который бы мог отстаивать интересы татарстанского социума, потому что оказалось, что системы ценностей у него нет. Есть система ценностей, основана только на на этническом базисе. То есть Татарстан остался нужен только татарам. Наиболее его такой авангардно интеллектуальная часть, Зиялла, что называется. Поэтому я фиксирую, что 2000-е годы сделали много для татар, проживающих за пределами Татарстана, но с другой стороны распылило этнический компонент в самом Татарстане. Но у меня так. Что касается сегодняшней темы, то это, может быть, самая важная тема из тех, которые мы обсуждали, но, к сожалению, опыт показал, что участники семинаров до конца дойти не смогли. И вот эта печальная картина, это означает, что нет внутреннего порыва к тому, чтобы разобраться в этих сложных вопросах у многих. Это вот очень жаль. На самом деле мы сейчас сталкиваемся с разбором тех проблем, которые должны были быть разобраны в 7-м томе истории татар. Ни одной проблемы, которую мы поставили, там просто нет. Они не выявлены, не выставлены, не обсуждены, и в итоге этот том, во-первых, имеет такой татарстанистский уклон, а во-вторых, там концептуальные проблемы не обсуждены. И вот из-за этого мы вынуждены были заниматься этими сложными вопросами. Но сейчас вот тот вопрос, который мы поставили изначально, о понятии нация, он уже сейчас приобретает
новые оттенки. И вот из того, что Руслан нам рассказал, абсолютно ясно, что попытка внутри нового Татарстана выстроить этническую нацию нам не удалась. Вот элементарный вопрос, который можно задать. Татарстан реализует чьи интересы? То есть у нашей элиты есть проводимая политика татарские измерения. Если таким образом задаться, то мы получим ответ, что у нашей элиты татарские измерения занимает очень малое место в деятельности нашей элиты. Конечно, с одной стороны, вот это интересно же, у нас все институты и учреждения существуют для этнокультурного развития. Много театров, много газет, журналов, телевидение работает, Академия наук работает. Но все эти учреждения на татарские дела заточены в недостаточной степени. И мы это чувствуем каждый день. Они плохо заточены в том числе и потому, что концептуально не отмечено, что надо каким-то образом в определенном направлении идти. Этот вопрос из-за того, что он не отмечен, он не реализуется. Вот классический пример, который мы неоднократно обсуждали, есть большие программы по сохранению татарской идентичности. Но на самом деле эта программа является собранием благих пожеланий, которые по учреждениям в одну кучу собирается и после этого выделяются средства. Но никто не знает, такую ли сумму надо давать, иную ли сумму давать надо, но немалая сумма выделяется. Это один из вот таких ясно видных сигналов о том, что у нас отчетливого видения нет. Это проблема. Каким образом выстраивается? Когда вот нас сравнивают с Башкортостаном, то ясно, что в некоторой степени башкиры более успешные были, потому что они смогли четко сказать, что господа, ребята, вообще-то Башкортостан, башкирская автономия. Они так и выстраивались, и это даже в малейших чертах Башкортостана просто было видно. Вот я могу сказать, что многие участники башкирского национального движения были помещены на разных государственных, университетских и других местах. Я их всех знаю, поэтому. А у нас ничего подобного нет. У нас, наоборот, участников национального движения, те, которые болели за это дело, просто выкидывали из всех возможных мест. Ну, не всех удалось, но многие таким образом кончили. Это вот характерная черта. Из-за этого у нас вот расцвел пышным светом, хотя Руслан сказал, что у нас идеологии не было, у нас была идеология татарстанизма. Вот, я думаю, что это же на самом деле, если серьезно подумать, один из вариантов нациостроительства. Выстроить татарстанскую нацию. Но у нас эта идеология, она абсолютно бессодержательна. То есть там преобладает социально-экономический аспект, так называемое экономическое благополучие, но нет культурного измерения у этого концепта. Это всегда беспокоило наших интеллектуалов татарстанских, но нам так и не удалось объяснить нашей элите, что без культурного измерения невозможно выстроить даже вот эту политическую нацию. Я тут недавно думал, что, по сути говоря, горизонт планирования у россиян, я даже смотрел специальные социологические исследования, это 5-7 лет. Все. Пятилетки наши. Это пятилетки, да. То есть, в принципе, они не смотрят, значит, что будет с детьми, с внуками. Ну, есть общее представление, Яхшик Балимбиру, Фатирал, ну, это такие, там, понятно, как вы выразились, мелкобуржуазные дела. А по сути говоря, вот нациостроительство, вот, то, что мы на прошлом заседании говорили про грузин, я тут приводил пример, и этого нет, это во всей российской парадигме отсутствует, это общая беда. Мы обсуждаем сегодня эпоху путинизма.
Последние 20-летия мы можем ориентироваться на него, какой-то карман, из кармана кукиш показать, обижаться, поддерживать, не знаю. А если капитально мы подумаем, не надо преувеличивать значение вот великих личностей, великих постов и субъективного вот этого фактора. Потому что вот я, готовясь к этому семинару, готовлю еще не до конца подготовил свои заметки, может быть, когда опубликую или разошлю, есть объективные процессы. Путин был бы другой, Путин был бы что-то такое. Есть Россия, есть начало 21 века, есть экономика, есть технология, есть народ, есть управленческие структуры, есть конкуренты с Запада и с Востока, и партнеры, и готовые потенциальные партнеры, есть экономические ресурсы, нефть и прочее. Есть вообще материально, есть основные производственные фонды, все это есть. И проблемы есть, объективно. Поэтому даже если бы другой был бы, наверное, было бы почти так же или иначе было бы. Поэтому валить, конечно, от первого лица зависит. Он именно кое-что он и выстроил. Он дальше может стратегически выстраивать цари, императоры, генсеки и президенты. Но тем не менее, мы ведь сами по себе живем. Жизнь сама по себе своим чередом идет, и даже трудно даже предсказать. Я думаю, что и Владимир Владимирович тоже не мог предсказать, что будет в 2008 году, что будет в 2015 и 2020 году, понимаете? Поэтому давайте мы объективно, а если смотреть объективно, в Татарстане в начале 21 века что произошло? Экономика сильно продвинулась, технология, были построены объекты социально-культурного бытового значения, жилье построено, ветхое жилье, посмотрите. Освоили новые формы нефтехимической промышленности, стали больше нефти обрабатывать, стали больше денег из-за этого получать. Занялись архитектурой и модернизацией городского хозяйства. В принципе, вот это, и за счет этого государство и республика окрепла, и авторитет Татарстана вырос. И еще социально-культурные объекты и культура, профессиональная культура, какие-то форумы международные, кинофестивали, спортивные соревнования привлекли внимание россиян, привлекли за границей гостей, туристов, татар, конечно. Это подняло авторитет татар. И татары стали с наслаждением ездить сюда, и сейчас ездят, они наслаждаются, они видят, они радуются, они как будто это у них произошло. А некоторые посылают своих детей учиться, некоторые учатся, некоторые переезжают, некоторые реализуют свои творческие, технические продукты. Поэтому объективно я не скажу, что в этом не приложился президент Шаймиев, Рустам Минниханов, или не было фактора отношений федерального центра, или сложных переговоров, сложных совместных разработок проектов с федеральным центром и Татарстаном, все это было. Но было одновременно затормаживание процесса федерализации, была остановка разграничения полномочий, когда мы не смогли доказать, зачем это соглашение нам, что ли, надо. Федерализм нам, Татарстану, нужен. Вот сейчас хабаровчане говорят, зачем нужен федерализм и так далее. Еще где кто скажет, мы еще не знаем. Поэтому объективные вот этой реалии, они помогли и татарскому фактору. Потом вот сколько выделялось на прессу, на культуру, на общественно-татарские дела. Мы проводим, пандемии проводили форумы с участием 500 тысяч человек, или 1000 человек, 500 человек, 1000 человек, каждые 2 месяца. Со всей страны приезжают, с ними встречается президент. Президент, выезжая за границу, выезжая в регионы России, встречается с ними. Вместе с губернатором договаривается, реализуется. Иногда губернаторы помогают, иногда мы сами даже музеи помогаем строить. Прогресс есть, в татарских делах прогресс тоже есть, но этого мало. Ну вот одновременно вот такой прогресс мы наблюдаем. Мы это должны признать, не упоминая злодейство лидеров или подвиги лидеров, потому что они тоже субъективны, они тоже неоднозначны. Мы, обижаясь на оттеснение татарского языка, мы должны помнить, что в 2005 году Путин свой доклад в Казани начал на татарском языке. Я считаю, что само собой избитая фраза, что история развивается по спирали. Вот этот 2017 год, он тоже этапный, я считаю. И его надо обозначить как год консолидации татарской нации.
все равно эти процессы, они, может быть, не зафиксированы, не отмечены, но их надо зафиксировать. Нация начала консолидироваться. Многие люди, которые абсолютно не интересовались своими корнями, своей идентичностью, начали хотя бы немного, хотя бы на уровне хозым-улым начали говорить на татарском языке. Для них это стало шоком для многих. И причем это касается самых широких слоев населения, глубинного народа как раз. То есть это вот эти заявления на федеральном уровне, они задели многих, они перезагрузили сознание многих татар. Другое дело, что вот этот порыв, он не был учтен как-то, может быть, властями и так далее. То есть его нужно было направить, скажем, вот в нужное и правильное русло. Развивать его нужно было подхватить и развивать. И вот с этого времени, с 2017 года, мы, кстати, и как ученые наблюдаем рост интереса к истории, к проблемам различным историческим, культурным, связанным с татарской тематикой. В интернете вновь возник интерес к историческим фактам и событиям, связанным с историей татарского народа. Растет трафик посетителей именно вот сферы, вот этой интернет-сферы и на Ютубе и так далее. То есть вот именно эта тематика, она стала популярна. Это можно просто отследить метрическим, скажем, Яндекс.Метрик или еще что-то. То есть это можно показать на цифрах конкретных. Растет интерес. Это не просто слова. И это, опять же, это можно сравнить с началом 90-х годов, когда тоже был рост интереса к истории, к прошлому татарского народа. Конечно, это все объясняется тем, что сложные моменты жизни, люди начинают цепляться в свое прошлое, пытаются искать ответы в каких-то событиях прошлого и так далее. То есть это вполне понятно с одной стороны. То есть возникает сложный момент, и человек начинает искать свои корни. И искать ответы у своих предков, да, как это было раньше и что делать сейчас. Это вполне естественный процесс. Оказалось так, что фундамента у нас нет. Это то же самое, что вот согласно исламским поверьям, на том свете вот эти барашки, которые мы приносим в жертву, скоро Курбан-Байрам, да, они помогут нам перейти через сират купаринан чарга ярлям итарлер. И чем больше мы барашек принесли в жертву, да, тем проще нам будет перейти через этот мост сират. А получилось так, что мы наступаем сейчас, ищем какую-то почву и проваливаемся в это болото, да? Хотя сделали-то много. И вот история татар, 7 томов, там, и энциклопедия многотомная, и много. То есть оказалось, что они вот не являются этим фундаментом, который нас держит. Мы не можем на них опереться, мы постоянно проваливаемся в болото. И мы не можем перейти через через мост этот сират никак. И вот это очень важно. Это очень важно построить фундамент интеллектуальный. Мы должны знать, на что мы должны опираться вообще. Мы не знаем до сих пор, на что мы должны опираться. Я не говорю, что это национальная идея, но и вот эта программа идентичности, о которой Дамир Валерьевич говорил, она на самом деле, это не пустой звук. Я как вот представитель Академии наук, там, конечно, очень много всякие песни, плясок там и так далее, но там есть и реальные вещи, которые очень нам здорово помогли в последние годы. И этому уделяется внимание все больше и больше, и когда вот это проходит через экспертизу в Министерстве культуры, другие структуры, там очень серьезно относятся к отдаче вот по этим проектам. Что будет, какая реальная отдача будет. Но другое дело, что там нет общей концепции вообще. То есть это такой очень разношерстный документ, лебедь, рак и щука, да, все в разные стороны. Просто каждая там организация хочет профинансировать свои планы там, и хотелки, да, через эту программу. Но на самом деле для науки это очень важно. Вот мы очень много сделали. Это и возвращение татарского наследия, и оцифровка, и эпиграфические экспедиции, и фольклорные экспедиции в регионы компактного проживания татарского населения.
очень много сделано, и это очень помогло нам именно вот эти последние годы. Это есть реальный результат, который можно пощупать. А вот симптоматику 2000-х лет мы могли бы более так тщательно выстроить. Скажем, здесь говорилось больше о том, что, значит, экономически, я так попробую немножечко, так сказать, структурировать то, что было сказано. Значит, экономически вроде в Татарстане было много приобретений в социально-инфраструктурном плане, в развитии, так сказать, антуража республики. И с этим трудно не согласиться. Я вот даже если мы в Брянской области, и у меня подруги русские, не то что татары, русские подруги говорят, вот как в Казань хотим приехать, я туда езжу на свою родину периодически, никогда такого не говорили. Вот 2000-е только заговорили, типа, вот сейчас существует пословица «увидеть Казань и умереть». То есть, ну, действительно, в Казани есть на что посмотреть, да, с экономической точки зрения, с точки зрения развития городов, урбанизации сел, кстати говоря, сделано немало, и я считаю, что да, здесь большая заслуга, наверное, республиканских властей, хотя, сидя на нефтяной игле, ну, трудно было бы не сделать то, что сделано. Хорошо, что, конечно, универсиаду выиграли, хорошо, что здесь провели международные соревнования спортивные, с этим тоже мы как бы для республики, цинично выражаясь, урвали. Вот. Но говорить о том, что мы в духовном плане много потеряли, это безусловно, но нужно начинать не с этого. Нужно все-таки, мы говорили, говоря о 2000-х, говорили сегодня неоднократно, что это путинизм. Я считаю, что чтобы понять, почему произошли такие, ну не тектонические, пожалуй, они назревали уже в 90-е годы, траектория развернулась, развитие в духовном плане, в духовном, не в нравственном, в культурном, скажем, в культурном аспекте. Но начинать-то надо с того, что подвижки начались в политическом пространстве. Сначала в 2002 году, по-моему, от Татарстана потребовали изменения Конституции. С этого началось. Началось с того, что выхолащивали все политические завоевания первой половины 90-х годов. Во второй половине 90-х годов, как правильно Дамир сказал, или кто-то еще сказал, что в принципе откат начался во второй половине 90-х годов. Где-то после 93-го года, когда национальное движение правильно обозначило, правильно дало оценку договору, что это все-таки конец нашим надеждам. И надежда умирает последней, но там, тем не менее, были такие высказывания, по-моему, я и Дамира были такие высказывания, я их не раз цитировала, что Татарстан проиграл, в общем-то, все завоевания национального движения начала 90-х годов. Была, кстати, статья, очень хорошая статья Хакимова «Год упущенных возможностей». Так вот, надо говорить о том, что не татары виноваты, наверное, и не татарская элита в том, что происходило в 2000-е годы, когда вот говорят, против лома нет приема, кроме другого лома, конечно. Но попробовал чеченский народ применить лом в 90-е годы. Он заплатил за это кровью. Поэтому я думаю, что татарстанское правительство, татарстанская элита правильно поступила политическая, что не допустила такой крови. Хотя все предпосылки к этому были. Но вот говоря о 2000-х годах, о наших потерях в 2000-е годы, надо говорить о том, что это время не просто путинизма. Путинизм – это так, окраска, конкретная, детальная окраска. Это время имперского реваншизма, это время советского ревизионизма. И оно во многом основано действительно на массовом сознании и на массовых хотелках. Очень многие люди, прошедшие через 90-е годы, стали тосковать по этому брежневскому, вегетарианскому времени. И когда вроде бы стало все приводиться в порядок, когда там стали сажать олигархов, ну я имею в виду сейчас российский уровень, это сыграло на низменных чувствах людей, народных масс. И я хочу сказать, что, говоря о наших потерях, нужно учитывать, в каком пространстве мы живем, что только татары в каком-то там отдельном оазисе, они не могут
идти тем путем, которым шли в период распада Российской империи, период Советской империи. Ну, собственно говоря, тут семи пядей быть во лбу не нужно. У татар всегда получалось когда? Когда слабело российское имперское пространство. В 17 году Российская империя распалась, татарское национальное движение, оно, конечно, было, к сожалению, многополюсным, и татарам не удалось особенно договориться. Очень быстро они развелись по разным лагерям в гражданской войне. Некоторые оказались вообще за бортом пространства татарского, ну, за границей. Ну, они, кстати говоря, только выиграли, особенно в в вопросах личной реализации. Я имею в виду тех, кто выехали за границу и прекрасно прожили свою жизнь, и жили так, как хотели, и творчески реализовались, и состоялись как личности. Вот. Но, то есть я хочу сказать, что 2000-е годы надо обозначить, что это время, неблагоприятное время, когда, как говорится, на дворе зима, нужно одевать шапки, укутываться в шарфы, отсидеться нужно дома. Да, сохранять себя, конечно, как можно, сохранять свое здоровье. А как сохранять свое здоровье? Собственно говоря, очень легко в 2000-е годы, имея в виду, что на дворе цифровой век.